Что вас раздражает в Душанбе и в привычках новых душанбинцев? Ну, в самом Душанбе городе мне не особо ничего такого нет, то, что могло бы выбесить, но вот в новых душанбинцах бесит то, что если девушка одевается как-то более по-современному, у них какое-то вот негативное отношение имеется. А в чем выражается? Выражается в всяких неуместных высказываниях, в этих голодных взглядах, а потом еще и в каких-то там, я не знаю, ну, каждый из нас сами понимает, как это выражается, если честно. Была утром на встрече в милиции, и прям сходу он мне говорит: «Апа, где Мирай?» Я говорю: «Здрасте, я вам что, ваша дочка, ваша сестра, вы должны мне хотя бы уважительно, потому что, извините меня, я налогоплательщик, ты живешь на мои налоги, и ваша зарплата зависит от моих налогов, поэтому, пожалуйста, уважительно». А ладно, где мерец? То есть элементарное поведенческое даже на местах отсутствует. То есть с этим надо как-то бороться, и люди должны это понимать. И даже сами должны это понимать, не то, чтобы кто-то должен тыкать их носом. Я вот живу рядом с амфитеатром, так там хорошо организовано, так чисто. Там есть скамейки, есть мусорные баки, но они семечки грызут или что-нибудь съедают и прямо на дорогу так бросают. До них не дойдет, чтобы собирать и бросать в урну. Вот. И самое нехорошее, то, что я наблюдаю, они не уважают труд других. Вот, допустим, сажали новые саженцы, они придут, ломают. Меня очень удивляет привычка наших горожан, когда они выносят мусор из дома и не доносят его до места назначения. Оставляют в подъездах, оставляют рядом с домом. Ну, неужели так трудно взять этот пакет и донести до свалки? Еще одна из привычек, с которой я не могу никак смириться, это привычка наших некоторых женщин брать в охапку своих детей и перебегать дорогу там, где это вообще не положено. Жалко и детей, и водителей, да и самих женщин тоже жалко. Многие на «ты» разговаривают, да, со взрослыми, неуважение. Что-нибудь скажешь, он еще ответит тебе вдогонку. И нос плюют, даже шофера в машине едет, останавливают посреди дороги, он может плюнуть нос. Я вот иногда хочу даже сказать, мне потом думаю, как сказать, вот, думаю, скажешь, свой нос сует везде. Некоторые себя вообще за собой не смотрят, потому что любой мужчина должен в первую очередь за собой следить. То есть чистота – это залог здоровья.